Вот смотри, ни в одной стране мира, нигде государство так не влезает в бизнес, как у нас. Вот Слушай, в этом ну проблема. Вот исторически ключевая. так сложилось в России, да, что хорошие или плохие отношения с властью имеют решающее значение для Ну бизнеса. так не решающее. должно быть, но это неправильно, понимаешь? Ну вот Слушай, не ну надо должно быть, не помогать, должно быть. Вот эти отойдите. все прекрасные искания. Вот давай исходить из того, что есть, реально. Вот лучше не мешать, вот я так считаю. Слушай, сейчас Зачем вот это с портить? каждой высокой трибуны государство говорит, мы не надо кошмарить бизнес, надо его поддерживать. Помогать ему. Может быть, Помогать ему. спросим сначала у бизнесменов, вообще им надо это или нет? Давай попробуем в этом разобраться. Если экономика всего мира держится на частных предприятиях и в них заняты работой 70% трудового населения, то у нас в стране все показатели в 2 раза ниже. Высшая власть Башкирии в лице Радия Хабирова обозначила поддержку бизнеса и привлечение инвестиций своим приоритетом. Тут и регулярные инвест-часы, и целый инвест-сабантуй в Зауралье, и бизнес-шерифы в районах. Чиновникам всех уровней поручено выстроить диалог с производителями товаров и услуг. Получается это или нет? А если нет, то почему? Какими вообще должны быть взаимоотношения власти и бизнеса? Мы с Ириной Моториной, нашими гостями в студии, говорим об этом сегодня в программе «Честно говоря». Но для начала давайте посмотрим на цифры. Большая часть всех проблем у действующего бизнеса связана со взаимодействием с органами исполнительной власти, с уверенностью заявляет уполномоченный по правам предпринимателей в республике. Так, по данным аппарата бизнес-омбудсмена, в 2018 году наибольшее число жалоб в Башкирии пришлось на контрольно-надзорную и судебно-правоохранительную сферы, по 25% на каждую, и столько же, 24%, на земельно-имущественные отношения. По 9,6% соответственно это жалобы на госконтракты и неоказанные госуслуги. Всего за год за защитой своих прав в регионе обратились 341 предприниматель. Мы давно с прокуратурой говорим о том, что надо навести в этом порядок и посмотреть вообще, есть ли они административные регламенты, и определяют ли они весь, не устарели ли они, и определяет не волюнтаризм ли руководителя определяет, да, подход к развитию предпринимательства. Нет, ты вчера там не решил этот вопрос, а сегодня мы не решим тебе этот вопрос. Никто не ведет статистику нереализованных бизнес-проектов, которые тихо хоронят у себя в кабинетах многие чиновники. Один из таких – парк искусств. Его автор Валерьян Гагин, продираясь по неухоженным зарослям Калининского парка в Уфе, рассказывает, как планирует изменить эту территорию, если его проекту дадут ход. Планы грандиозные – создать культурную площадку, которая будет притягивать до 50 тысяч человек ежедневно. По задумке здесь должны появиться музей современного искусства, спортивные школы и площадки, свой дом КВН и другие интересные локации. Но вот уже 5 лет чиновники ни да, ни нет не говорят, дадут ли землю, хотя проект был разработан именно с их подачи. Мы в 2014 году попросили территорию, площадку для создания большого центра современного искусства «Облака». Мы понимали, что мы вырастем. Но у города не было 3 гектар земли в центре, ну или они были дороги. И нам предложили как-то позаниматься вот этой вот большой территорией, где, по сути, нет ничего. 50 миллионов рублей уже вложено в разработку мечты о парке искусств. Гагин рискнул презентовать проект на неофициальной встрече Радия Хабирова с предпринимателями. После этого Валерьяна пригласили в правительство на инвест-час. Обсуждение было бурным, тем не менее, из высокого кабинета он вышел довольный результатом. Гагина, наконец, услышали и проект взяли на детальную проработку. Я не против идеи самой, но с вырубкой это очень плохая история. Мы в результате поймаем волну, когда все жители выйдут и скажут: идите к чертовой матери отсюда. Само понятие «инвест-час» появилось через неделю после прихода Радия Хабирова к руководству регионом. Он потребовал искать инвесторов, готовых вкладываться в Башкирию. Настолько тревожными оказались экономические показатели. По количеству субъектов малого предпринимательства на 1000 человек республика пока находится на 67-м месте в России. Такие данные по итогам 2018 года озвучила исполняющая обязанности председателя Госкомитета Башкортостана по предпринимательству и туризму Рима Бойцова. Чтобы войти хотя бы в топ-25 среди российских регионов, необходимо открыть еще 50 тысяч новых малых предприятий. Бизнес любого региона своими достижениями или неудачами напрямую обязан проводимой государственной политике. Хватает ли такой поддержки бизнесу в Башкирии? Судя по цифрам, пока ее явно недостаточно. Этот и другие аспекты отношений власти и бизнеса мы обсуждаем сегодня с гостями нашей программы. Итак, Азамат Галин, предприниматель и общественный деятель,
Наталья Бадуля, представитель Государственного комитета по развитию предпринимательства и туризма Республики Башкортостан, и Рустем Зарипов, предприниматель, член президиума Башкирского отделения «Опоры России». Итак, уважаемые гости, легко ли быть предпринимателем в России? В первую очередь предприниматель – это ответственность, да, человек с высоким уровнем ответственности, ну, в идеале. Наибольший процент предпринимателей именно в сфере услуг. Наименьший процент предпринимателей – это в сфере производства. А вы когда-нибудь задумывались, почему так происходит? Это происходит по одной простой причине. Если это услуга привязана непосредственно к человеку, к предпринимателю. Ты уехал, и услуга уехала вместе с тобой. А если у тебя производство, то у тебя станки, у тебя оборудование, у тебя склады, цеха и так далее. Хозяйство больше, ответственность да, выше. и ты уже не можешь просто взять и уехать. И как только ты открываешь какое-либо производство, то ты автоматически становишься объектом внимания правоохранительной системы. Во всех проблемах, которые есть у нас в регионе, с экономикой, с предпринимателями, ответственна полиция. Мы должны сейчас взять все это, проанализировать, подвести итог и заявить о том, что если мы не выстроим у себя систему управления, как в Татарстане, если у нас руководитель региона не будет сидеть конкретно каждый случай разбирать и смотреть, что там происходит, у нас ничего не произойдет. У нас никакие технопарки, никакие коворкинг-центры, ничего не поможет. Рустем, вы согласны с этим? Вы тоже предприниматель? Отчасти да. Все предприятия, в которых я участвую как учредитель, они работают более 20 лет. В 90-х годах мы не удивлялись. Был беспредел, было все понятно, было все ясно, были готовы к самому худшему. Сейчас поражает просто-напросто бездействие. То есть почему-то высшие эшелоны власти Москвы, наша вот в республику пришла команда. Все прекрасно понимают, что такое предприниматель, с чем к нему подходить. Что предприниматель сегодня несет и субсидиарную, и личную ответственность. Мы подписываем кредитные договора, мы даем людям рабочие места. Мы за эти рабочие места по Акзоту отвечаем. Сегодня надзорные органы, с чего начинается мое производство? Это инженер по экологии, инженер по охране труда. Это 2 бухгалтера минимум для предприятия. Теперь 1 бухгалтер, который будет работать непосредственно по встречным проверкам, по всевозможным запросам. У меня уже штат порядка 10 человек на обслуживание всевозможных запросов, нужных, ненужных. Порой даже в большинстве случаев абсурдны. То есть самое ужасное то, что не понимают мелкие чиновники, исполнители. Они до сих пор занимаются каким-то щипачеством. Сейчас все территориальные управления федеральных надзорных служб, они подчиняются по вертикали Москве. И в принципе, по большому счету, объективно, честно говоря, у местной власти ограничены рычаги влияния на них. Это так, это надо признать. Вот вы осознаете вот эту проблему? Что она есть? Вы с ней К вам сталкиваетесь? приходят с этой проблемой предприниматели? Как вы повлияйте, пожалуйста, вот на них, потому что они оказывают слишком сильное давление на бизнес, а вы ничего сделать не можете, ничем помочь не можете. Бывает такое? Такое вот, смотрите, можно я отвечу? Да, такое бывает. И надо говорить об этом откровенно. Я понимаю, что это федеральные инструкции. Но когда у меня люди голодные, и 10 человек остались без работы, мне, знаете, как-то плевать на эти федеральные инструкции. Вот откровенно я так скажу, да. Все эти федеральные структуры, все эти федеральные институты за последние 10 лет настолько вышли из-под контроля, что они просто перестали понимать, где они находятся. Их надо вернуть на землю и дать им понять, что здесь есть человек, который непосредственно заинтересован в том, чтобы бизнес развивался. Мы создаем рабочие места, мы платим налоги, мы платим зарплату. Значит, в продолжение вашей мысли. Можно значит, я тогда добавлю в данном вот в контексте про государственную власть, в данном случае регионального уровня все-таки. Государственная власть в любом регионе существует в рамках законодательства, в рамках тех возможностей, которые дает им региональные законы. Вот Ради Хабиров провозгласил поддержку, защиту малого, особенно и среднего бизнеса своим приоритетом. Вы ему верите? Да. Ну вот сегодня верим, да, потому что у нас всегда остается надежда.
Потому что предшествующие 8 лет затишья, они вот просто были настолько фригидность власти к нашим идеям, к нашим предложениям. Мы привозили сюда, вот, например, я Это занимался... у вас личный опыт? Личный опыт, да. И я 4,5 года потратил на организацию здесь кооперативов в области АПК. Значит, проработали сложнейшую схему взаимодействия с голландскими кооператорами. 1,5 года я потратил просто на то, чтобы кусок земли Какой оформить. примерно был бюджет планировался, инвестиций? Планировался 11 миллионов евро, причем мы решили вопросы с банком ФМО голландским. Сбербанк пошел навстречу. Все органы власти, по сути дела, взаимодействия. Проект застопорился в формальной неготовности площадок. Вы вопрос свой решили с этим проектом? Он реализован? Нет, он закрылся. Вы его похоронили? Похоронили, А Я его так понимаю, можно что голландцы просто реабилитировать? плюнули на все это, Просто да, развернули. и зареклись вообще А в Россию больше реабилитировать приезжать. его да? можно? Смотрите, вот мне Азамат, я вот, один да. момент. Да, Один. это сложный Посмотрите, по вопрос поводу на сегодня. проблем. Мне хватило одного сообщения в Фейсбуке. Полиция разрушает экономику региона. И я получил 1500 сообщений от предпринимателей. Помоги. У Мне на эти нас ресурсы. есть ассоциации поддержки малого и среднего Да какой бизнеса, толк от есть этих корпорации, ассоциаций? есть Понимаете? общественные организации. Вот скажите, они вам как-то помогают? Вот какой толк от этих организаций, если, я еще раз говорю, я написал один пост и 1500 сообщений получил. Мы сейчас должны объединиться вокруг Хабирова, если он готов выстраивать здесь тот порядок, который нам необходим, и готов действительно создать такие условия, как в Татарстане для нас, как минимум, мы должны все объединиться и поддержать его для того, чтобы нам не мешали. Очень важным фактором является еще и бездействие. То есть фригидность к проблемам. Совершенно полное равнодушие вот именно чиновников низших слоев. Спасибо, а мы продолжим разговор через несколько минут. Сегодня в стране существует довольно много инструментов поддержки малого бизнеса. Гарантии, субсидии, льготный лизинг. Поощряется участие мелких фирм в госзакупках. Однако не все эти меры эффективны, а о многих программах предприниматели просто не знают. Наш следующий материал как раз пример того, как чиновники решили помочь одному проекту, но получилось как всегда. Одно дело произвести продукт, другое – суметь его продать. В 2013 году специально в помощь местным производителям правительство республики запустило проект «Продукт Башкортостана». По замыслу, одно его упоминание должно было вызывать аппетит у потребителя и внутри региона, и за его пределами. Был создан логотип, запущена реклама, прошло 6 лет. Но местный знак качества так и не стал знаковым. Что это за знак? Не знаю. Понятия не имею. Например, я беру российский сыр, да, или бельбеевский. Стараюсь всегда бельбеевский. И масло бельбеевское, но здесь где знак? Нет знака. Проводим эксперимент вместе с руководителем маркетингового агентства Дмитрием Игенсоном. Сейчас он живет в Израиле, но приехал по делам в Уфу и как раз выбирает местные продукты для сувениров. Я вот эту штуку повезу домой. А ты уверен, что это в Башкирии делают? Сейчас посмотрим. Ну, наверное. Чешминское масло сделано в Челябинской области, Копейск. Очень круто. А как так? Почему? Бренд «Чешминское масло» оказывается выкуплен производителем из Челябинска и успешно продается. А чтобы найти товары с логотипом «Продукт Башкортостана», Дмитрию пришлось очень постараться. Специализированные полки нашлись только в башкирских сетевых маркетах «Байрам» и «Ярмарка». Но логотип на продуктах напечатан так мелко, что и его еще нужно поискать. Но это не брендинг. Это как будто бы фирменный бланк одного из министерств. Вот так, просто он цветной, а не черно-белый. Ну, здесь не вложено ничего. В прямом смысле от брендинга здесь нет ничего. Вот буздякский, например, соус. Это неплохой продукт на самом деле, но он выглядит, как будто он сделан, ну и, скорее всего, он сделан в 90-е годы и никак не менялся толком с тех пор. На профессиональный взгляд маркетолога буздякский соус хорошо продавался бы вот в такой упаковке. Дизайнеры фантазировали, как выглядел бы тукмас или сода. Интересно и креативно, но за 5 прошедших лет чиновников это не заинтересовало. Кураторы проекта «Продукт Башкортостана» из Республиканского комитета по торговле видят продвижение местных товаров по-своему. Последние 3 года ежегодно выделяется на продвижение проекта «Продукт Башкортостана» 1 миллион рублей. Это все средства республиканского бюджета.
Эти деньги выделяются на продвижение знака «Продукт Башкортостана», на проведение информационных рекламных кампаний, на организационные вопросы, на обеспечение участия дипломантов предприятий проекта в различных мероприятиях как российского, так и регионального и международного масштабов. За 6 лет диплома «Продукт Башкортостана» выданы были 400 производителей, которые представляют аж 13 тысяч наименований. Все они прошли дополнительный контроль качества, доказали, что работают исключительно в Башкирии и на местном сырье. Но эти товары почему-то не спешат брать в реализацию большие торговые сети, которые сегодня практически монополизировали рынок. Мы снова в студии программы «Честно говоря». И вопрос у меня как раз по теме сюжета. Вот кто здесь не доработал с продуктом Башкортостана? Чья ошибка? Это бизнесмены не понимают, как с этой маркой обращаться? Или чиновникам не хватило креатива? Можно я позволю себе немного позащищать продукт Башкортостана? А вы в нем, кстати, участвуете? Да, я участвую. Я являюсь участником системы «Продукт Башкортостана». Со своей медовухой? Да, безалкогольная медовуха у нас входит в систему «Продукт Башкортостана». Мы стали его участником, наверное, где-то года 2 или 3 тому назад. И вот вам это что-то дало? Для чего мы получали этот продукт, знак «Продукт Башкортостана»? Для того, чтобы... как здесь было и сказано, для того, чтобы потребитель мог понимать, что это продукт сделан здесь, в Башкортостане. Потребитель и не видит этого. Нету полок в если магазинах, нету знак брендированных... каким-то образом в любом случае обозначение есть, то уже хорошо. Вот тот потенциал, который заложен в самом знаке «Продукт Башкортостана», на мой взгляд, он просто не раскрыт еще до конца. Он не раскручен, в принципе. Да, он не раскручен. Тяжело попасть в сети, на полки сетей? Тяжело? С местными сетями, это Форвард и Байрам, таких проблем тоже не возникает. Но если речь заходит о федеральных сетях, то там начинается, уже нам заламывают руки. Во-первых, нас роняют по цене, то есть давайте ниже себестоимости и так далее, и так далее. Вопрос, как вы считаете, должны ли местные органы власти, республиканские, помогать предпринимателям, производителям местным, да, чтобы они попали на полки федеральных Не должны, неправильно стоит вопрос, обязаны этим заниматься. И именно для этого создавался этот знак «Продукт Башкортостана». Я считаю, что действительно регион должен включаться в обсуждение с федеральными сетями. Действительно должен быть такой проект, как «Продукт Башкортостана». Но он должен быть понятный и потребителям. То есть вот мне как потребителю, во-первых, я его действительно не вижу на полках. Не обращайте внимания, скорее всего. Он есть, но вы может быть, да. И для меня это, помимо того, что это произведено в Башкортостане, для меня это должна быть какая-то идеология по качеству. Этот продукт не должен быть дешевым. Наша задача понимать, что он качественный, что он стоит денег, что он экологически чистый, что он сделал там без всяких добавок, что это не молоко. Он просто должен вызывать желание его купить. Это должно вызывать желание производителя прийти, разместить производство и начать производить продукцию здесь с этой маркой. Спасибо, мы продолжим разговор через несколько минут. Мелкий бизнес – это самая большая часть всех предпринимателей республики. Но заметно повлиять на экономику и привлечь деньги в регион могут пока только крупные проекты. Поэтому одной из первых задач новой команды руководителей стало улучшить инвестиционный климат в республике. Самая сложная задача сегодня для власти – растопить тот лед недоверия, который нарастал годами. Задача максимум – найти интересные стартапы, помочь тем предприятиям, кто уже работает, и привлечь в республику живые инвестиции. Какие возникают при этом проблемы, расскажем в нашем следующем сюжете. Еще недавно бизнесмен из села Ермолаево Вячеслав Гречушкин готовился к судебным тяжбам с администрацией Куюргазинского района. Его бывший глава не соглашался продлять аренду помещения магазину бытовой техники. Переезд грозил разорить предпринимателя, который вложился в капитальный ремонт. 5 лет назад взял это здание в аренду. Оно было в не очень хорошем состоянии, не было ремонта здесь, наверное, более 10 лет. То есть не было ни воды, ни света, то есть газа не было. Все мы это произвели, все это сделали. Где-то 4,5 миллиона ушло. То есть взял кредит в банке, то есть рискнул. Другого выхода не было, потому что надо было дальше двигаться, работать. Гречушкину повезло. К окончанию договора аренды в районе сменился руководитель. Новый глава, новые тренды. Магазин бытовой техники хоть и не социальный объект, но все же важный для жителей. Единственный на весь район. А до этого у нас было 2 лагеря.
Там угодные, неугодные. Гайнедин Мухаметов тоже надеется, что со сменой руководства района его мечты увеличить поголовье скота в 5 раз с 400 до 2000 лошадей станут реальностью. Следовательно, и колбасный цех увеличится, и этот почти домашний козылык появится не только на местных прилавках, но и за пределами района. Вырастет и коллектив. Сейчас у Гайнедина работает 50 человек. 11 лет предприниматель был в немилости у районной власти, которая всегда находила причину отказать ему и в нужном помещении, и в землях, и в поддержке на субсидии. Работая у власти, обязательно надо развивать фермерское предпринимательство развивать. Почему? Например, у меня в колхозе сельсовета, 5 предпринимателей. Вот что-то какое-то мероприятие решит, надо у каждого, например, взять по 2000. 5 человек, 9000, это 10 тысяч получается. А если у меня было бы 70 предпринимателей, 70 умножить на 2, это получается 140 тысяч. Любой вопрос можно решить. Скинуться на новый забор для сельской библиотеки местным предпринимателям вышло недорого. За работу платить не надо. Жители села сами взялись за дело. Все в лучших традициях ОМЭ. Это в переводе с башкирского «коллективная помощь». На таком сходе граждан в неофициальной обстановке заодно и насущные вопросы с главой района можно обсудить. Непонимание для бизнеса тяжело пройти не с властью, а с представителями-монополистами, например, газовиками, энергетиками. Потом сейчас очень тяжело предпринимателям, которая команда у нас есть, эко-сити с вывозом мусора. Это такие цены. Избранный пару месяцев назад главой района Юлай Ильясов внимательно выслушивает каждого. Проблем много, но все типичные. Местные предприниматели иллюзий не питают и привыкли надеяться только на себя. Это хорошо, но подчас сдерживает их развитие, считает Ильясов. Идея следующая. Более-менее привлекательные места для развития бизнеса. Скажем, что лежит на поверхности. Придорожный сервис вдоль трассы Р-240. Зона рекреации. У нас их очень много, великое множество. В настоящий момент несколько недоступны для предпринимателей. Они в такой выжидательной позиции находятся. Почему? Это нужно ходить по инстанциям, согласовывать, межевать, тратиться на всевозможные кадастровые и межевательные работы, получение согласования от всяких разрешительных органов. Они боятся этим заниматься. Мы хотим это взять на себя. Такой подход власти называется бизнес-планированием. И пока еще в новинку для нашей глубинки. Как считают эксперты, именно такой формат работы с бизнесом способствует увеличению предпринимательской активности на местах. Мы возвращаемся к разговору в студию с гостями нашей программы. Ну что ж, давайте подводить итог разговора. Какой-то он очень грустный у нас получается. Все-таки есть свет в конце тоннеля? И как можно решить те проблемы, которые существуют? Азамат? Я не считаю, что разговор был грустным. Разговор был, таким важный, честно говоря, фактологическим, да, и нужно чаще об этом говорить. И нужно чаще поднимать эти проблемы, вопросы для того, чтобы в следующий раз, приходя на эту студию, мы уже считали деньги, мы считали рост экономики. Что нам нужно? Вот, если в подъезде нашли бычок, да, люди включают там инцидент, прибегает там замглавы, глава. Но сами его не поднимают. Да. Бычок этот убирают, отчитываются. Вот у нас нету такой кнопки «инцидент». Вот к нам приходит проверка, мы не можем включить эту кнопку. Понимаете, да? К нам приходит Роспотребнадзор, милиция и так далее. Включить. То есть нам нужна такая кнопка. Дадим понять контролирующим органам, что просто так идти в бизнес и там что-то ломать, структуру бизнеса и так далее нельзя. Да. Красная кнопка, она, если ее сейчас подключить, она просто будет гореть, она даже не мигнет ни разу. Да. А кнопка готовится. То есть будет, у нас есть инвестпортал, который должен быть единым входным окном для предпринимателей и инвесторов. Потому что 150 сайтов, где никто не понимает, куда идти, за каким вопросом, это неудобно. Часть сайтов будет убиваться, часть сайтов будет привязываться. То есть будет один какой-то, да? Инвестпортал. Все, это точка входа, да, инвестпортал РБ. Он сейчас находится в стадии доработки, он периодически выходит в интернет. Какие сроки он в августе должен запуститься полностью. Нет, разговор совсем не грустный, он просто злободневный. У нас, естественно, есть надежда, и поэтому мы сегодня и собрались, и пришли, и вместе об этом говорим. И я верю, вот именно вот сейчас пришло новое руководство, подход совершенно современный, креативный. У нас появилась надежда и вера.
Вот понимаете, любые маломальские проекты, большие и средние проекты, они невозможны без симбиоза с властью. Невозможно сегодня привлечь инвестора, успешно осуществить стартап, а самое главное, устоять на ногах и дальше развить это все без этого симбиоза. Наталья. Ну, я присоединюсь к коллегам, что разговор был не грустный, а открытый. Это первое, к чему мы стремимся в диалоге с предпринимателями. Я прошу прощения, вот сразу встречный вопрос. Да. У нас всех интересует. Власть готова к такому разговору, откровенному разговору? Потому что проблем выше крыши, этого никто не скрывает. Готова? Конечно. Открытый разговор, даже если он про болевые точки, никогда не приводит к коллапсу. Открытый разговор, он может быть неприятный, он может быть обидный, но он всегда про поиск решения. Да, спасибо вам за честный разговор и до свидания. В нашей стране бизнесом заниматься все-таки очень тяжело. Я сегодня это четко осознала и поняла. Куча законов, куча штрафов, куча каких-то постановлений, какие надо соблюдать. Ну и еще и государство тебя со всех сторон обкладывает. Это все так, да. Но почему-то у нас есть такой стереотип, что вот бизнесом у нас в стране может заниматься любой. Вот пришел с улицы, начинаешь заниматься, и все у тебя будет в шоколаде. Но это далеко не так. Да. Бизнесом заниматься... Почему? Тысячи людей. Далеко не каждому дано. Тысячи людей идут и начинают, открывают свое дело, потом через год его закрывают. Ирина, ну это не значит, что не нужно пытаться. Если у тебя есть там желание, стремление, ну иди, попробуй, пожалуйста. Просто надо понимать для себя, что это нужен для этого талант и знания, и умения. А еще понимать свою ответственность перед людьми. Потому что ты же людей нанимаешь. Вот люди, учитесь бизнесу. Вот главный посыл предприниматель – это программы. профессия, да. Мы все хотим, чтобы Башкирия вырвалась из того летаргического сна, в котором она пребывала последние годы, и снова стала крутой. И сейчас есть реальный лидер с четким пониманием цели, есть еще сила и потенция для рывка. И предприниматели, как самая активная часть населения, ключевой фактор этого развития. Высшая власть региона говорит, бизнес – это священная корова, и трогать ее зазря нельзя. И только бизнес начинает этому верить, как опять упирается рогами в ватную стену из чиновников средней руки и инспекторов разных сан, вет, тех, пош, страх, нал и прочих федеральных надзоров. И этому бизнесу популярно на пальцах объясняют, ты не священная корова, а дойная. Пока что у нас почти все истории бизнес-успеха не благодаря, а вопреки. Если, конечно, это не история освоения бюджетных денег с черного хода. А хотелось бы наоборот. Смотрите нас на канале БСТ. До свидания и берегите себя и своих близких.